ось і случився той випадок. Калі сказала, калі що буде цікаве, так? Ми йдемо додому, пройшли по вельми цудовній вулиці, по ній треба пройти особно і здимати. Я не бачила, як про її навіть розповідали у відео. Это, было написано «старая Віра». А вот гэта Веру или Виру, по якой мы не дошли, свернули до этого шпиля и пошли подниматься. Это самая такая супер, як Віленська вулиця у Вильне. И вот у концы ее, вот я стою на тле, это такая брама, такие ворота у город, який так само з'являється одной з самих головних славутостей. Зараз я вам покажу гэтую браму. Ой, туристов столько. Сегодня что? Пятница. Понаехала. У тым ліку з круїзного лайнера. Итак, ось там мы бачим закатное сонейко. Ну и что это за ворота? Расповеди нам. Ну, улица Виру, я не ведаю, как они там называются докладно, но это одни из основных ворот, которые вели в город. У них тут было ранее несколько этапов, да. Нашлись такие опошние, а на передних был, перед самыми передними был ров, там был подвесной мост, который поднимался на ночь. Вот, там была такая великая могутная решетка. Вот, в одной из башен была турмага. Это тут? Вот там далее это все было, но уже не заховалось. Это самые опошние третьи ворота, такие вот, с той системы, три этапа было ворот. Это самая опошние, она заховалась. Все остальные не заховалось. А мы пришли вот так, вот вздовж, как пошли от Толстой Маргарет. Мы пошли вздовж какой? Вздовж крепостной стены мы шли. А вулиця как-то она? Ус. Ой, такая пригожая вулиця, треба її особливо зняти. А потім вона перейшла в Старую Веру, перейшла Виру, а это вот основная Виру. Основная, яка везде, вон ратуші. Ну, а это такая туристичная. Зараз покажу інший бок, у бок ратуши. Ось это вулиця Виру. И опять шпиль там, это ратушный, да? Это ратуша. Ага. Ратушный шпиль. Пойдем по Виру, мы зойдем на ратушу. Ну, мы уже там были. А где ты казав, треба вийти нам? Нам далі треба йти, і ми прийшли зараз копіром смазу. Тоже недалеко, вон там, глибоко. Ну, ми не пойдемо туди зараз? Ні. Ну, добре. Ми зворачиваем з Віру і ось от этих вот ворот, от брамы, на вулицю. Яка вулиця? Валли. Она протягивает, як кольцо, як такое садовое кольцо, правда? Она как бы, она вокруг этого старого города идет как вот, ну, вот она, глядите, два. Значит, мы шли по Ус, яка перешла в Старую Віру, а потім після просто Віру пересекла. Это итальянский? Вышла на улицу Валли. Это итальянский, нет? Стяг. Это ирландский. Irish. Irish pub, наверное. Да, тут, да, вау. Irish pub. Это St. Patrick's Day. Надо. И тут, где она такая пригожая, все эти улицы, и туристичные, оказывается, и тут можно, ну, коли вот больше часу иметь, больше дён, ну, 2 дні это не, ну, как бы, ну, вельми стомляешься, вельми. Навіть, я думаю, молодые стомляются. Немагчыма это все охопить, столько славутостей всяких, вулиц, вулочек, и гэты старый город,
и потом верхний город. Как-то он называется верхний город, там все время забываю. Томпа, Верхний город. Томпа какая-то. Том-я, что-то такое. Ай, Томпа. Том-я. Томпа. О, вот. А это драматичный театр. Мы тут из того боку А, ну все, я сейчас понимаю, да. Ага. идем. То есть Вот мы... оперный. А, С вот обратной стороны. оперный с обратной стороны, где мы вам показывали. Глядите, першие частки. Перший наш шлях до старого города, до ратушны. А гэта будзе драматичний, як із каменів таких. И там начинается улица Георгия Лотца. Да, ну там уже клиент попадает в наши руки. И будем тримати шлях до нашего номеру в готелі. Помник какой-то привозит. Я хочу сказать, что ну, мы криху ще, може, у номері з вами зустрінемося, або коли я чай буду гарбату пить там на першому поверсі. А? Какой мишка. Котик, котик. Ой, глядите, какая скамеечка пригожая. И кто тут? Ой, такие лапки, такие лапки. Ай, хвостик такие. Привитание, талинец. Вот так он сидит на скамеечке, лапки свесил. У нас уже были и такса, и котик. А вот здесь, недалеко от котика, мы побачили у витрине какой-то вообще пацуки. Пацуки, да? Так. О, какие пацуки. Уявляете себе? А что написано? Ну, я не могу разбираться. А, что-то. Ось такая вот у нас. А вот там, ось там. Ай, пис, ну что это? Ага, а ось там такая скамеечка с котиком. Вітаю, сябры. Сьогодні вже апошня раніця нашої вандроўкі ў Таллін. Сьогодні субота, 30 траўня. І мы знаходзімся ўжо на аўтавакзале. Чакаем нашага аўтобуса, які вось стаіць наўпрост за мной. Таким экспрессом мы и рванем, поедем в Вильнюс. Маршрут написан Таллин, Пярну. Это такой город ближэй до Латвии в Эстонии, які, ну, как курорт яны выкарыстоўваюць. Там цеплее море, ось, Пярну. Потым Рига и Вильнюс. А Олежка сидит там, ось там. Зараз покажу уже с нашими заплечниками. И мы чекаем, когда уже драйвер начнет запускать людей. Вот такой наш автобусик. Что тут написано? Вот, экспресс. Люкс. Значит, там на борту напои, чай, кава, кипяток, так сказать, можно робить всю дорогу, кольки хочешь, и цукор, и пакетики там для горбаты. Ну и все там, интернет. Затемненные окна будут от солнца. Сегодня, глядите, какое надворье. Вот, абсолютно. Эта чайка так кричит. Вот, глядите, блакитное небо, мы уезжаем, значит, по такому чистому солнцу. Таллин сустрэў нас великим дождем и холодом, моцным ветром, а провожая солнечно. Он печалился, когда мы приехали, зато радуется, когда мы съезжаем. Ну вот, наш папусик сидит, витаем. Витание. Ну как ты? Як настрой? Ну, мне надо сумно з'їжджати, мені сподобався Таллін. Да, особливо що? Таллін Мангватинка. Угу. Особливо що тобі
запомниться? Ну, до всіх і былих уражень, да, це звичайно города, то, ну, старий город, там, ці башні, вежі, ну, от, палац, все. Додались ураження від моря, кораблевые. Классно. Отлично, это что-то новое. Этот самый круизный, да? Круизный, да. И паромы. Да вообще, как на пирсе мы там порезвились. Походили. Наши заплечнички. Ось. Ну и тут, конечно, отповедные гуки ранешнего автовокзала. Это наш драйвер, да? Ага. Ага. А, да, я еще забыла сказать, коли уваходишь, да, то там минулый раз не видать, стояли сразу по правому боку такие упаковки с бутылкой воды. Кожный пассажир має взять бесплатно бутылку воды. Хочешь, бери две, никто не отсошивает. Ну все, он отчинил двери. Вот тут написано наш маршрутик. И все. И папуся пішов. Класть мой заплечник. Мы сдадим у лагідж, а ягоны возьмем у салон. И ще така невелика торба з їжею. І з напоями. Сябры, мы уже в автобусе. Уже криху посидели, устроились. И только что наш автобус почав отъезжать. Коли вы поглядите. Мы уже рухаемся из Сталина. Так что, мандровочка удалась? А? Да. Лечу. Папуся здимає. Якраз те саме. О, розвалений. Надеюсь, вы с задовольнением проглядели все мои частки. Это наши мандровки. І вам було цікаво посмотреть. А тих, хто вже бував у Таллине, узгадали і узнали те місце, які вони навідували. Поглядели, як вони зараз виглядають. Куда? А? Нарешті музика скончилася. Зараз, коли ми вийдемо, кудись определимося, кіровця включить мікрофон і дасть об'яву. Еще не выехали. А вот выезжаем. Поднимаемся на трассу. Ось поднялись, выехали на
съехал в Тарну, а по Болгарам Варну. Нам границы не помеха, если очень быстро ехать. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь 40 на радаре. Слишком ты горячий парень. Летом Томас ехал в Тарту и к зиме приехал в Ялту. Ехал он быстрее пули, просто поздно повернули. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь 40 на радаре. Слишком ты горячий парень. Томас месяц ехал в Таллин, а приехал был печален. Торопливый парень Томас, ты забыл машина дома. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь 40 на радаре. Слишком ты горячий парень. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь 40 на радаре. Слишком ты горячий парень.